Доброй ночи. Две знатные фамилии, равно почтенные, в Вероне обитали, но ненависть терзала их давно. Всегда они друг с другом враждовали. До бунта их раздоры довели, и руки их окрасились кровью. Но сердце два они произвели, назло вражде, пылавшие любовью. И грустная двух любящих судьба старинные раздоры прекратила. В фамилии тех свирепая борьба, влюбленных смерть, любви их страстная сила. Все то, что мы теперь вам здесь изобразим, прося у вас на 2 часа терпения. Если что пропустим, то дадим мы к действию на сцене объяснений. Конечно, не 2 часа, а 1,5, но это Верона, та самая Верона, посещая которую, конечно же, любой турист первым делом идет немножечко так дворами от главной площади очень маленького, крошечного, красивейшего города в такой дворик красивый, где можно сфотографироваться на фоне балкона, на котором вроде бы как бы появлялась та самая Джульетта. Но мы немножко о другом, мы не о любви скорее, а о футболе, который иногда в себя тоже любовь включает, но чаще все-таки какие-то другие чувства и эмоции, которые происходят из соперничества двух команд на футбольном поле. Сегодня этими соперниками будет Верона и команда Вальтера Маццари Интер. Нельзя сказать, что эта игра прям супер такая центральная в туре, но учитывая турнирное положение команд и то, что Верона после возвращения в серию А, великолепно проводящая здесь в серии А время, всерьез претендует на Еврокубки и отстает от еврокубковой позиции всего лишь на 4 очка, а именно Интер занимает эту самую еврокубковую последнюю 5-ю позицию. Сами понимаете, какое огромное значение имеет этот матч для команды Верона. Ну, как всегда, итальянские матчи предваряются таким вот благотворительным жестом. Ну и на сей раз сбор средств в поддержку детей, страдающих синдромом Дауна. Итак, Верона, не буду я ее называть греческим именем, потому что по-русски звучит это совершенно по-дурацки. Пускай она будет просто Верона. Все прекрасно понимают, что это Верона, а не Киева. Хотя стадион эти клубы делят пополам. На свой денег нет ни у тех, ни у других. Но Верона, как более старинный клуб этого города, чемпион Италии, некогда блиставший на итальянских и европейских футбольных полях. Конечно, более популярная команда, но это известный феномен такого. Чезаре Пранделли решил посетить лично этот матч в преддверии чемпионата мира, уже, так сказать, присматриваясь самым, что ни на есть, внимательнейшим образом к кандидатам в сборную. Так вот, конечно, феномен в том, что команда крошечного района, крошечного города представлена в итальянской серии А, я имею в виду Киева. Лука Тони, находящийся в прекрасной форме, и во многом благодаря его успешной игре, не только по забиванию голов работа у него получается, но и по созданию опасных моментов, Верона чувствует себя достаточно комфортно в верхней части турнирной таблицы, хотя надо заметить, что последние матчи для Вероны складываются не лучшим образом. В последних 5 поединках Верона выиграла всего лишь 1 матч на выезде у Ливорно со счетом 3-2. В последнем туре Верона проиграла Парме, до этого была ничья с Болоньей. Верона не забивает 2 матча к ряду, а последний успех на своем поле у Вероны был, не поверите, вообще просто какая-то странная история в прошлом году. В этом году, в 2014-м, Верона ни разу не выигрывала дома. Последняя победа была одержана перед Рождеством, 22 декабря. Верона с крупным счетом 4-1 обыграла Лацио. Но вот 2014 год пока не заладился, и дела идут не самым лучшим образом. Что касается Интера, то тут наоборот, вроде бы после очень неудачной серии, которая насчитывала 6 матчей без побед, в том числе и в Кубке Италии, Интер вернулся на серию таких хороших результатов. 5 матчей без поражений. Нельзя сказать, что Интер блещет в этих матчах какой-то экстраординарной игрой, но, тем не менее, была бита Фиорентина у нее на поле. Интер сыграл достойно с Ромой на выезде. Все-таки Рома выше в таблице и набрала существенно больше очков. И в последнем туре
В последнем туре Интер обыграл Торино на своем поле со счетом 1-0. Таким образом, Интер не пропускает в свои ворота 2 матча подряд. Верона не забивает в чужие 2 матча подряд. Следует ли из этого, что матч закончится 0-0? Ну, как минимум, те из вас, кто играют на ставках, я думаю, сделали выбор в пользу ставки низ. Да, то есть меньше 2,5 мячей за матч. Я думаю, что, в принципе, это расклад, по крайней мере. А на что еще здесь рассчитывать, кроме как на предыдущие результаты и выводы на основании этих самых результатов? Да, вроде бы все к тому, что много голов мы с вами не увидим. Давайте знакомиться с составами, в которых играют команды. Давайте начнем с Вероны. Пока Интер подбирается к чужим воротам и теряет здесь мяч. Что нам предложат итальянские коллеги, пока они что-то спят и ничего нам особенно не предлагают. Ну, сейчас мы каких-нибудь других коллег итальянских попробуем обнаружить не спящих в столь поздний час, но 2 уикенда нам с вами осталось потерпеть, после чего в более-менее вменяемое время будут начинаться европейские матчи, все-таки в полночь. Конечно, я вас прекрасно понимаю, сложновато сосредоточиться на футболе, тем более, если он не является вот каким-то таким супер выставочным, ярким и афишным. Но для обеих команд, как я уже сказал, в общем, матч важный с турнирной точки зрения и для Вероны. В большей, наверное, степени, нежели чем для Интера, поскольку победа в этой встрече дает команде хозяев поля хороший шанс продолжать рассчитывать на, ну, я бы сказал, даже так, великолепное завершение сезона, если удастся зацепиться за еврокубковую зону. Ну, я думаю, что вряд ли это, конечно, получится. Все-таки слишком сильные соперники у Вероны в борьбе за позиции в Еврокубках. Обещал не менять состав Мацари по сравнению с предыдущим матчем, говоря о том, что его устраивает игра команды. Ну, интеристов-то мы знаем получше, чем веронцев. Давайте просто сравним с составом, который был. Ханданович, Джонатан, Роландо, Компаньеро, Нагатома, Раноки, Камбьясо, Эрнанес, Гварин, Паласио, Икарди. Вроде бы действительно все есть. Джонатан здесь, Раноки, Роландо здесь, на месте левого защитника. А вот на месте левого защитника другой персонаж. Это не Эрнанес. Это Дамброзио вышел в основном составе, так что, видите, небольшие изменения есть по сравнению с предыдущим матчем. Дамброзио был в заявке на игру с Торино, но в стартовый состав и даже на замену не выходил бывший игрок Торино. Он пока в основном составе ни разу не играл. Его дебют сегодня, кстати, в основе, ну, наверное, что-то со здоровьем произошло у японца, потому что вообще игрок, можно сказать, даже в какой-то степени стал незаменимый для Интера. А впереди действительно все те же люди, и Гварин, и Икарди. Так что замена только одна, видимо, по состоянию здоровья. Давайте тогда с Интера и с номерами я вам произнесу все. Вот уже голевой момент. Мяч падает в штангу, и Дамброзио еще раз бьет. Опасный момент. Интер едва не открывает счет на 5-й минуте. Итак, Ханданович первый номер. Джонатан второй, 35-й Роландо, 14-й Компаньеро, 33-й Дамброзио, 23-й Раноки, 19-й Камбьясо, 88-й Эрнанес, 13-й Гварин, 8-й Паласио, 9-й Икарди. Икарди фигурировал на первых полосах многих итальянских газет в последние дни, но вовсе не в связи с футболом, а в связи с чем я вам, наверное, скажу чуть-чуть попозже. Арбитр встречи Кальварезе. Ну и я очень рассчитываю познакомить вас с составом Вероны, потому что мне тоже интересно узнать, в каком они играют в составе. Но пока попытки узнать это тщетно, честно говоря. Ну что, Интер уже в первой
атаки, обозначил свои намерения сыграть в сегодняшнем матче на победу. Кальварези, прошу прощения, он судил матч Торино. Банти, главный арбитр сегодняшней встречи. И Интер еще одну атаку проводит. Джонатан делает передачу вперед на Родриго Паласио, который подписал контракт до 2016 года. Продлил тем самым контракт с Интером еще на 3 сезона. Да, вот что не делают представители электронных средств массовой информации, чтобы привлекать аудиторию, чтобы увеличивать трафик, но не всегда новые начинания приводят к улучшению показателей. И самое главное, что перемены в дизайне и в структуре интернет-портала не всегда делают сайт лучше, чем он был. Вот я говорю про газету «Дело Спорт». Они пару недель назад сделали новую оболочку, полностью все поменяли. Настолько стало неудобно, вообще ничего найти нельзя, грузится все плохо, очень. По-моему, они сильно запутались. И прошу прощения, не могу найти вам состав Вероны и себе тоже. Но с Тони мы разобрались более-менее. Он выделяется на общем фоне. С остальными ребятами, я надеюсь, тоже в ближайшее время разберемся. Но пока не до Вероны, потому что Интер играет с большим преимуществом, владеет мячом гораздо больше и уже почти забил. Джонатан входит в штрафную площадь. Верона пока держит исключительно оборону, даже не помышляя о контратаках. Зацепиться за мяч, что называется, пока впереди не удается. Смотрим стандарт в исполнении Интера. Много народу в Веронской штрафной площади. Подача в сторону Камбьясо, но там успели сориентироваться. Соперники. Да, ну вот, к счастью, все состоялось. Итак, Верона. Рафаэль в воротах. Первый номер. Качаторе 29-й. Морос 18-й. Майетта 22-й. Альбертаци 3-й. Сало 26-й. Донати 5-й. Маркиньо 7-й. Ромуло 2-й. Тони 9-й. И Турбе 15-й. Но я думаю, вы сильно не пострадали от того, что я не сразу вам назвал состав Верона, потому что абсолютно кроме Тони здесь, я думаю, болельщики Интера, которые Верону не смотрят и не видели ни разу, кроме матча первого круга, ни одной фамилии, пожалуй, что не узнали. Очень хвалят некоторых полузащитников Вероны. Мне вот очень нравится Ромуло, второй номер. Белый бразилец, очень такой активный, здорово поддерживающий атаку. Обратите на него внимание. Вообще он играет ближе к флангу. Я, по-моему, как раз комментировал матч первого круга. И Ромуло, вот он, второй номер, как раз сейчас здесь мелькает в кадре. Очень приличное впечатление оставил атакующий правый полузащитник. Он оппозиционно на своей половине поля хорошо играет и очень прилично поддерживает атаки. Тони вот так вот прессинговал Хандановича, что он сыграл руками. Ну, ничего страшного, я думаю, из этого эпизода не вытекает. Несколько слов об Интере.
травмированных и новостей из команды. Альварес, который должен был играть сегодня в основном составе, отсутствует. Это Икарди. Нет нарушений правил, можно играть. Ну и чем-то недоволен центральный защитник Вероны, хотя все нормально, никакого штрафного нет. Жуан Жезус пропускает еще 2 матча из-за дисквалификации. Киву, не игрок основного состава, травмирован достаточно давно. Мудингай перестал попадать в состав, хотя совсем недавно вроде бы был человеком, который довольно регулярно появлялся. Но с приходом Эрнаниса в январское трансферное окно как-то изменились приоритеты. Присел сразу же Ковачич, которого очень все нахваливали. Ну, все, я имею в виду, кто к Интеру имеет отношение, из руководства, Мацари. Но вот понятно, что Эрнанис, конечно, посильнее, и выбор делается в его пользу. В первую очередь сразу же стало комфортнее Гуарину, который играет на более удобной для себя позиции чуть-чуть поглубже, поближе к Камбьясу. Ну, такой треугольник в середине поля, Камбьясу внизу этого треугольника, Гуарин правее, Эрнанис левее. Сейчас это было очень хорошо видно, как полузащита Интера в центральной зоне располагается. Камбьяс хорошая передача в штрафную, Паласио. Ну и, наконец, начал Мацари играть в 2 нападающих. Он чаще доверяет Икарди. Икарди, который, как я уже сказал, оказался в последние дни в центре внимания итальянской футбольной общественности. Но это как раз можно вспомнить, с чего я начал. Ромео и Джульетту. Любовная история стала главной, которая вывела Икарди, а не футбол, на первой странице итальянских газет. Дело в том, что Икарди увел жену Макси Лопеса, того самого, который играл в чемпионате России за футбольный клуб «Москву». И как раз во вчерашней итальянской прессе появились комментарии Макси Лопеса по этому поводу и фотографии, где Икарди изображен с бывшей женой или нынешней женой. Вот 1-0 как раз счет становится под этот разговор. Джонатан делает прострельную передачу, но не Икарди забил, а забил, по-моему, Паласио, тем самым отметив продление контракта. Ну, короче говоря, вот таким образом отличился Икарди. Но Макси Лопес сказал, что если встретиться на поле с Икарди, то бить, конечно, его не станет, а просто рассмеется ему в лицо, но с намеком на то, что рано или поздно то же самое произойдет и с ним. Итак, Родриго Паласио открывает счет 1-0. Интер впереди. Ну и как-то это стало неожиданностью для режиссера трансляции, который пока считает, что счет не изменится. Как-то уж очень легко Интер открывает счет, и начало матча, мне кажется, довольно неожиданно с большим преимуществом Интера проходит. И, в общем, хорошо, что я ошибся с прогнозом по поводу того, что вряд ли мы увидим голы. Интер вот уже на 14-й минуте забивает мяч в ворота Вероны, и счет становится 1-0. Еще не завершился сезон, до конца сезона достаточно много матчей еще предстоит провести командам, но уже вовсю ведутся разговоры о возможных трансферах, изменениях в составах команд. Так вот, новость, которая уже там не совсем чтобы новость, тем не менее, вот в последние дни об этом говорят как о свершившемся факте. Немanja Vidic, капитан Манчестер Юнайтед, переходит в Интер летом. Ну и вслед за этим трансфером итальянцы ожидают перехода Патриса Эвра. Также по тому же маршруту Манчестер-Милан, но не Милан, ИС Милан, а Интер. Поскольку у Эвра также заканчивается контракт, продлевать Манчестер не хочет контракт. И все идет к тому, что Эвра в качестве свободного агента также может пополнить состав Интера. Ну, из этого что можно сделать? Можно иронизировать по поводу того, что едут в Италию теперь доигрывать, хотя лет там 10-15 назад была совершенно другая картина. Но, с другой стороны, игроки такого класса и такого опыта грандиозного уж точно никому не помешают, тем более, если они достаются клубу бесплатно. Ну, и это также можно рассматривать как часть вот такой новой, что ли, политики Тахира, который в одном из следующих уже интервью после приобретения клуба,
когда его перед зимним трансферным окном спрашивали, как он будет усиливать команду, кого покупать, он сказал, что нам сначала надо кого-нибудь продать для того, чтобы кого-нибудь купить. И видите, если появляются игроки на свободном трансфере, это обозначает, что разбрасываться деньгами бизнесмен индонезийский вовсе не собирается. Ну, по крайней мере, пока это вот выглядит таким образом. Ну и с приходом Видича Интер, судя по всему, расстается с Раноки, потому что иначе будет перебор защитников, даже с учетом того, что нужна длинная скамейка запасных. Раноки, скорее всего, команду покинет, пока не сообщается, куда именно он может перейти. То он из защитников первый кандидат на смену команды летом. Интер благодаря голу Родриго Паласио. Ведет в счете. И Верона все пытается разыскать Луку Тони впереди, но пока до него мяч практически не доходит. 13-й мяч, между прочим, в сезоне забивает Родриго Паласио. Тем самым побив свой собственный рекорд прошлогодний. Он 12 мячей забил в прошлом году. Не смотрит в паспорт в Италии Паласио тому очередное доказательство. Ему 32 уже, но Интер с ним до 35 его лет подписывает совершенно спокойно. Верона в атаке. Вот как раз Ромова открывался там в штрафной площади, до него мяч не дошел. А пока в атаке ничего не получается у хозяев поля. В отличие от Интера, который благодаря прекрасной игре Джонатана забивает этот гол. Как-то уж очень легко Джонатан обыграл своих соперников, и дальше уже было все очень просто. Мацари прокомментировал слухи о том, что 5-е или 4-е место, которое Интер займет, а выше он не поднимется, потому что слишком большое отставание от тех, кто находится выше в таблице и занимает Лига Чемпионские места. Сказал о том, что до лета он комментировать что бы то ни было касающееся его будущего в Интере не будет. И, в общем, предложил дождаться окончания сезона. И по результатам уже сезона он будет вести разговор с владельцем клуба, который появился уже по ходу сезона, когда Мацари подписал контракт. И, в общем, Тахир, как вы помните, в начале только и делал, что нахваливал Мацари, его команду, его футбол. Но вот как раз сразу после того, как Тахир официально стал главным акционером клуба, Интер и выдал вот эту вот ужасную серию результатов, оказавшись в итоге за пределами соискателей Скудетто, во-первых. Ну и, что еще хуже, фактически выбыв из борьбы за Лигу Чемпионов. А поскольку Тахир, как мы уже с вами могли убедиться, человек, который деньги умеет считать, и причем очень хорошо, остаться без денег от Лиги Чемпионов явно в планы нового владельца не входил. Вот сейчас Ромула не лучшее принял решение. Контратака проходила неплохая у Вероны. Могла бы пройти, если бы чуть-чуть поточнее. В принципе, по мысли-то все было правильно, но мяч не в ногу вложил открывавшемуся на правом фланге Качаторе. Слишком сильную передачу сделал Рома. Мне интересно, на кого смотрит Пранделли. Но сегодня других матчей нет. 28-й тур открывается этим матчем. Может быть, Пранделли особо делать нечего. Тем более, что Верона находится в досягаемости вот того места, где живет
наставник сборной Италии. Но на самом деле тут действительно, ну, на кого? На Тони, что ли, смотреть? Остальные игроки итальянцы в составе Вероны вряд ли являются кандидатами на поездку на чемпионат мира. А в Интере, кроме Раноки, смотреть не на кого. Ну, участие Домбрози в сегодняшнем матче не предполагалось. И это не тот футболист, который может претендовать на поездку на чемпионат мира. Только два итальянца в составе Интера. Все остальные футболисты иностранцы. 4 аргентинца, как обычно, очень большая диаспора в основном составе. И 5 аргентинцев в запасе. Итого 9 среди 22 сегодня полностью заявку не заполнили гости. И аргентинец Паласио открыл счет в матче. Замкнув хорошую передачу Джонатану. Пока Ромео по фамилии Икарди совершенно незаметен. Паласио, забивший гол, гораздо более активно действует. Но Эрнанис тоже пока немножко в тени находится. Но там болельщики на секторе, который напротив трансляционной камеры, воспользуются случаем и требуют помощи. Закрывается железнодорожная какая-то там контора. И, в общем, видимо, представители этой организации обращают внимание властей на данную проблему таким вот неказистым баннером. Ну вот Эрнанис потерял мяч. Донати начинает контратаку Вероны. Ну, интересно, хватит ли сил у Вероны на концовку сезона, потому что высоковато, конечно, на мой взгляд, забралась эта команда после длительного отсутствия в серии Б. А после банкротства команда даже в третьем дивизионе итальянском, в Лего Про, в первом дивизионе выступала в течение даже не одного сезона. В последний раз в серии А команда играла в начале 2000-х, в сезоне 2001-2002. И вот 12 лет спустя сразу же Еврокубки. При том, что состав, откровенно говоря, у Вероны отнюдь не еврокубковый. Команда, как мне кажется, существенно выше находится в таблице, чем заложено, скажем так, в потенциале вот этих вот футболистов. Но удачная тренерская работа, хороший коллектив. Видите, какие чудеса может это сочетание творить. И команда находится совсем неподалеку от еврокубковых позиций. Но, с другой стороны, таблица настолько плотная. Неудивительно, что Верона только что отпраздновала, можно сказать, официально прописку свою в серии А на следующий сезон, потому что считается в Италии в районе 41 очка надо набрать, ну, плюс-минус, в зависимости от того, как все остальные играют. Это вот то количество очков, которое гарантирует совершенно точно прописку в серии А на следующий сезон. Поскольку у Вероны уже 40, вот она точно может считать, что задачу на сезон выполнила. А вот что будет дальше, помните, была история такая замечательная с будущим тренером Милана, бывшим уже теперь Аллегри, когда у него Кальяри
в какой-то момент шел, вот как Верона, в районе там тоже где-то еврокубковой, там тогда еще шестерки. И мы задавались вопросом, ну что, неужели Кальяри будет всерьез претендовать на еврокубковые места? Как только Кальяри перебрался через вот этот вот рубеж, 40 очков, команда просто перестала играть. Просто вообще перестала играть, проиграл 10 матчей подряд, благополучно всем слив вообще кому только можно, завершил сезон в районе там 13 или 14 места, Аллегри поехал в Милан, а Кальяри остался на 13 и 14 месте. Поэтому можно только гадать, а вот что будет делать Верона, когда она гарантирует себе, она фактически вот сейчас это, собственно, и делает, гарантируя себе место в серии А на следующий сезон, будет ли она также высоко мотивирована. И, ну, я еще раз повторяю, мы часто к этому возвращаемся, такая парадоксальная достаточно вещь. Для нормальных болельщиков, ну, Еврокубки это всегда привлекательно. Мне кажется, да, хочется видеть любимую команду, выступающую в Европе. Но времена сейчас изменились. И Лига Европы, не Лига Чемпионов, а вот именно Лига Европы, на самом деле не такая уж и увлекательная история для клубов из ведущих европейских чемпионатов. Особенно вот тех, где в силу климатических условий чемпионат стартует поздно. Лука Тони падает в штрафной площади, но судья пенальти не дает. И более того, судя по всему, видит этот эпизод очень хорошо, но он обязан дать желтую карточку Луке Тони. Тогда мы будем понимать, что это симуляция. Маэта, капитан команды, оттаскивает Луку Тони от арбитра. Это, кстати говоря, один из самых таких вот перспективных, скажем так, итальянских арбитров. Ну, наверное, дернули за руку Луку Тони. Донати. Здесь же. Вот здесь вот прихватили, конечно, за руку. Ну, Тони вместо того, чтобы продолжать. Вот смотрите, сейчас будет захват за руку вот здесь. Чуть-чуть придержал, но, конечно, не так, чтобы не тянул, по крайней мере, на себя. Тони здесь тоже хорош, тоже хватался руками, и этот хватался. Я думаю, что судья прав в данном случае, что не поставил на точку. Была обоюдная борьба. Тони чуть проворнее оказался своего соперника, но это было не было такого резкого движения, чтобы дернул, да, на себя защитник нападающего. Мог вполне устоять на ногах Лука Тони. Но, с другой стороны, претензии игроков Вероны, которые в динамике наблюдали этот эпизод, тем более команда проигрывает, их понять тоже вполне можно. Отодвинул Верона игру от своих ворот. Сейчас играет с преимуществом, с хорошим таким настроением в атаке команды хозяев поля. И Интер имеет возможность для ведения контратакующей игры. Домброзио пускает от себя далеко мяч. Дебютант. Интер успокаивает свою команду тренер. Кричит им: кальма, кальма, дескать, успокойтесь, все нормально. Ну и тут же веронские болельщики вспоминают о том, что соперников нужно послать по всем известному адресу. Тем самым, видимо, обращаясь косвенно и к судье. Но мне кажется, что эпизод такой вот любопытный, но арбитра, по крайней мере, понять можно. Сейчас красиво сыграл в отборе судья матча. Буквально сделал пас. Роландо не позволил Тони получить мяч. Да, так вот, заканчивается Лига Европы. С командами из Южной Европы, вот из таких хороших чемпионатов, как испанский, итальянский, ломает эта Лига Европы просто вообще все. Потому что именно эти чемпионаты, в отличие от Англии, там той же Франции, там, не говоря уже о России, они начинают в сентябре. Италия начинает, ну, в лучшем случае это последний уикенд августа, а скорее это все-таки первый уикенд сентября. А в Лигу Европы надо в июле уже быть готовым и играть. То есть вы понимаете, что фактически команда остается без отпуска, особенно если эта команда делегирует игроков на чемпионат мира, который заканчивается в июле, и даже если команда там не вышла в полуфинал, но все равно июнь игроки заняты.
А в июле, по сути дела, да, уже надо играть в Лигу Европы. А когда отдыхать, когда тренироваться, когда готовиться к сезону? Поэтому Лига Европы для Испании и для Италии это, конечно, очень сложная история. И далеко не все радуются своему положению в таблице. Конечно, вслух никто не скажет, что не нужна нам эта Лига Европы, и лучше бы ее не было совсем. Но достаточно посмотреть на Удинезе. Команда, которая добилась публичной критики от руководителя другого итальянского клуба Милана. Адриано Галлиани буквально обвинил Удинезе в том, что эта команда своим наплевательским отношением к Лиге Европы, выставляя второй состав, а мы с вами вместе видели, как Ювентус и Фиорентина испортили матч при полных трибунах, которые очень здорово, кстати говоря, болели, да, в четверг. Но обе команды вышли не сильнейшими составами, потому что они берегли игроков на матче этого уикенда. Вот так вот итальянцы продолжают относиться к Лиге Европы. Поэтому, конечно, с одной стороны, для Вероны было бы круто вернуться в Европу, но с другой стороны, это накладывает серьезный отпечаток на подготовку к сезону. А во-вторых, под Лигу Европы нужны игроки, нужны инвестиции. А готовы ли владельцы Вероны вкладываться в приобретение новых игроков, ну, чтобы просто-напросто там не вылететь в первом же раунде, не проигрывать же нарочно, да, это как бы тогда будет странно. Скомканная подготовка к сезону, мы начали в июле играть и сразу же вылетели, а смысл тогда было вообще за это браться. Поэтому вопрос очень такой непростой. Гуарин с мячом делает передачу налево. Джонатан, Гуарин, прострел, нет, решил Гуарин пробить, вратарь на месте. Поэтому я думаю, что Верона все-таки особо цепляться за это вот пятое место не будет и закончит где-то в районе 10-го места. Тем более, что здесь очень плотные тут команды. 38 Лацио, 36 Торино, по 35 у Милана Джено, по 34 у Самдори и Аталанты. 31 у Удинезе. То есть здесь 2-3 успешных матча или неудачных можно переместиться по таблице существенно вверх или вниз. 33-й тем временем заканчивается минута. Не очень много моментов в игре, на которые стоило бы обратить внимание. Интеру повезло, конечно, с быстрым голом. Ну, правда, до этого тоже был хороший момент у ворот Рафаэля, но там мяч попал в перекладину. Так что гол Интера в начале встречи абсолютно закономерен. Не виден Икарди. И если бы не вот эта история с уводом жены у Макси Лопеса, про Икарди, я думаю, мы бы и не вспомнили. Верона с мячом. Попытка навесить в сторону Тони, но это слишком высоко даже для Тони. Тем не менее, мяч остается у Вероны. Качаторе пока не находит продолжение впереди. Нашел, тем не менее, Ромуло. Ну, конкретно в сегодняшнем матче Ромуло не так хорош, как в тех, которые доводилось комментировать с его участием. Он давно в Италии, третий сезон, выступал из известных бразильских клубов за Крузейро. Всего лишь 2,5 миллиона евро обошелся трансфер Фиорентине, который приобрела его в 2011 году, как раз вот у Крузейро. Первый сезон в Вероне, ну, понятное дело, что под серию А уже Верона собирала состав, и этого игрока приобрела у Фиорентины. Очень хорошо Ромуло играет. Почти все матчи в основном в составе. 5 мячей на счету крайнего полузащитника. Согласитесь, это очень приличный результат. Десять минут до перерыва. Верона идет вперед. Ни одного толкового удара в створ ворот Хандановича мы не видели. Тони. Гуарин. Не торопится контратаковать Интер. Камбьясо.
Эрнанес. Плохой пас в сторону Дамбрози. Интер имеет очень хороший календарь в ближайшее время. Ни одного матча с топ-клубами. У Интера следующий матч Аталанта дома, потом Удинезе дома, выезд к аутсайдеру Ливорну и дома с Болоньей. То есть вообще надо стремиться, конечно, в этих матчах набирать максимум очков. Концовка такая непростая. У Интера матч с Наполи, миланское дерби. А так, в общем, календарь вполне благоприятный для того, чтобы продолжить свою хорошую серию. Ромуло! Прострел. Молодец, Раноки. Эрнанес. Камбьясо. И Кампаньяро. Донати с мячом. Тони корпус поставил. Штрафной. Пока все это предсказуемо, и защита Интера легко справляется с попытками Верона создать остроту в штрафной площади подопечных Вальтера Мацари. Донати. Альбертаци. Камбьяс перехватил мяч. Альбертаци вновь вступает в борьбу. И удар в сторону Ромуло. Не удалось ему за мяч зацепиться. Продолжает Верона владеть мячом. Маркиньос. Потерял мяч. И контратака. Икарди. Видимо, фотографию сейчас вспоминал. Маркиньос лежит на газоне. С ним судья рядом. Маркиньос просит паузу и помощь врачей. 5 минут до перерыва. 1-0. Скорее всего, болельщики Интера загудели в связи с тем, что Маркиньос встал и готов продолжать игру. Но пока безуспешны все эти попытки Вероны. Команда простенько играет впереди. Там есть Тони. И давайте попробуем как-то вот его снабдить мячом. Вот все, о чем думают полузащитники.
Еще один удар в сторону Тони. Ну, молодцы защитники Интера, пока безупречно играющие. Икарди, наконец. Хоть какая-то от него польза. Гуарин. Хороший пас на ход Джонатану. Паласио. Гуарин. Но это может быть даже выше трибун. Джонатан. Камбьясо. Эрнанес. Роланда. Пока без продвижения вперед. Эрнанес красиво. Гуарин. И дальше направо Джонатан. Паласио. В позиционной атаке Интер. Гуарин. Удар с левой. Легкий мяч для Рафаэля. Вратари совсем сегодня в игру не вступают. Камбьясо был рядом с судьей, и судья был рядом с Камбьясо и Тони. Штрафной арбитр не дает в этой ситуации. Но вот сейчас может быть опасно. Тони. Ромуло справа от него. Все слишком предсказуемо в действиях хозяев поля, но они настырны, по крайней мере, это точно. Опять по сторону Тони, опять того держит руками. Ему это уже надоело, но здесь вот я сейчас соглашусь с Тони, потому что все время вести борьбу против двух соперников, которые размахивают руками и все время его прихватывают, это, конечно, утомительно. Здесь это тот случай, когда судья может и, что называется, по совокупности свистнуть пенальти, когда, в общем-то, его и нет. Последняя минута тайма. Верона в атаке. И арбитр здесь тоже не дает свисту. Ну что, заканчивается тайм. Быстрый гол, конечно, повлиял на происходящее на поле, но действительно все время так вот хвататься за соперника нельзя. Один раз это еще простительно, но уже когда это происходит в каждом эпизоде, и судья не реагирует, это чересчур. Не стал даже ничего судья добавлять. Без моментов почти проходит игра, но зато с забитым мячом. Недовольны болельщики действиями арбитра Банти. И режиссер трансляции считает, что у наставника Вероны есть основания претензий арбитру предъявлять. Но я думаю, Верона может посмелее сыграть во втором тайме. Терять команде совершенно нечего. Можно попытаться какую-то борьбу все-таки навязать более активно в атаке. Что-то придумать помимо навесов в сторону Луки Тони. Ну и посмотрим, как Интер будет играть. Интер, видите, немножко отступил от вот такой атакующей шашки наголо игры, которая приносила и голы забитые, но и пропускал Интер. Да и Наполи при Мацаре очень много. Сейчас более рационально стал играть Интер. И по счету, что называется. Ну, посмотрим после перерыва, все с вами узнаем.
Возвращаемся мы в Верону, где затягивается перерыв в матче Верона-Интер. Но только-только из-под трибунного помещения появляются судьи под свист трибун, потому что в паре эпизодов, конечно, арбитр Банти был слишком миролюбив по отношению к защитникам Интера, которые хватали Луку Тони руками. Особенно, конечно, запомнился эпизод с участием Раноки. Но это Ковачич, который перестал попадать в основной состав после того, как Интер заполучил из Лацио Эрнанеса. Ну и Диего Милито в последнее время тоже не используется. И Вальтером Мацари выбор сделается в пользу молодого аргентинского нападающего Икарди. Но Икарди совершенно в первом тайме потерялся, в отличие от Паласио, который забил гол. Так вообще в атаке команды не очень себя проявляли. Ну и неудивительно, что Интер пятый тайм подряд играет на 0 в защите. Действительно, немножко изменив отношение, скажем так, к игре своей команды, сделав ее более рациональной, более такой прагматичной. Вальтер Мацари и его подопечные стали больше действовать по счету, больше на контратаках, с большим количеством игроков, отходящих при потере мяча сразу на свою половину поля, перекрывающие зоны, встречая атаки соперников. В общем, такой рациональный Интер пока является непреодолимой преградой для атакующих действий своих последних соперников. Но посмотрим, удастся ли Вероне на своем поле все-таки забить гол, или что, неужели команда третий матч подряд останется с нулем забитых мячей. Напомню вам составы, в которых играют команды. Верона Рафаэль в воротах, Альбертаци 3, Морас 8, Качаторе 18, 29 Качаторе, 22 Майетта — это защита, Донати 5, Маркиньо 7, Ромуло 2, Сало 26 и Турбо 15 — это полузащита, и впереди Лука Тони под 9 номером. Ханданович в воротах Интера, Джонатан 2 номер, 35 Роландо, 14 Кампаньяро, 23 Раноки, 33 Дамброзио, 19 Камбьясо, 88 Эрнанес, 13 Гуарин, 8 Паласио, 9 Икарди. Мацари и Мандорлини тренеры, Банти главный арбитр, штрафной не пробьет Интер. Подача. Ну, кстати, опасно. Гуарин. Ну, бывает, что и Гуарин играет неловко. Не очень весел главный тренер Вероны Андреа Мандорлини. Играл в футбол, более того, всю карьеру, основную часть ее, по крайней мере, он провел не где-нибудь, а в Интере. Почти 10 лет, в 80-е годы, выступая в составе именно этой команды. Даже привлекался в молодежную сборную Италии, но, правда, только один раз. Ну, конкуренция среди защитников итальянских испокон веков всегда была очень высокая.
третий сезон, но уже именно он вывел Верону в серию А. И сейчас под его руководством команда во второй части чемпионата продолжает находиться очень высоко в турнирной таблице, несмотря на то, что располагает весьма скромным подбором игроков. Ромуло пытается начать атаку своей команды. Потеряли мяч. Гуарин попытался пробить, но, вернее, оценил положение вратаря, расстояние до ворот и решил, что все-таки бить не стоит. Решил сыграть через пас. И не точно. Слегка так зацепил Камбьясо Маркинеса, и штрафной пробьет Верон. Посмотрим, получится ли выход из обороны. У Интера Паласио и Карди там впереди открывался, но мяч попал в пятку Паласио, и Ромуло начинает контратаку. Вероне, Маркиньос. Ромуло в офсайде, и передача не в его сторону пошла, а поперек. На поле Камбьясо этот мяч перехватил. Ну, прямо в вратаре. Повеселее пошла игра. Ответ Вероны. Удар очередной в сторону Тони. Тони с мячом входит в штрафную. Тони. Через пас. Ну вот там игрок. Ай, не дошла до него передача Раноки. Второй раз в сегодняшнем матче выручает свою команду. А куда Интер понес-то вперед? Зачем Твинтер стал раскрываться? Уж раз решили играть вторым номером, так и играли бы по счету. Но почему-то вот второй тайм Интер начал сверхактивно и стал оставлять пространство на своей половине поля. К угловому отправился Джонатан. Гуарин. Не получилась мягкая передача. Гуарин сам побежал на добивание. И Джонатан лежит на газу.
опасный может быть штрафной. Джонатан Эрнаньес, перекладина. Здорово пробил бразилец. Если вратарь умудрился пропустить мяч в ворота вот в этой ситуации, хотя Эрнаньес, конечно, максимально близко к ближней девятке умудрился попасть. Мяч сыграно. Компаньеру попал в мяч. Камбьясо. Так вот, если вратарь пропустил бы в ближний угол, это было бы, конечно, непростительно. Джонатан. Ну что, Джонатан Майкон-то заменил вполне себе успешно. Совершенно точно в его манере играет правый атакующий защитник Интера. И даже дриблинг, мне кажется, похоже использует. Так же, как и Ромулу, между прочим, выступал за Крузейро. Может, они даже где-то и там пересекались. По-моему, в одни и те же годы они там играли. Но Интер у Сантоса этого футболиста приобрел 2,5 года назад. В позапрошлом сезоне Джонатан в Парме провел в аренде полсезона, но затем вернулся в Интер. В прошлом году почти не играл, в этом игрок основного состава. Икарди, наконец, принял участие в игре. Паласио. Морос хорошую борьбу навязал Паласио. По-моему, мяч не сумел сохранить для своей команды. Аут будет бросать Интер. И дебютант команды, человек, который впервые в стартовом составе вышел, Дамброзио. Удар! Но это далеко, на самом деле, от створа. Хотя Гуарин на исполнение пытался уложить мяч в сам угол. Не попал. Большое территориальное преимущество Вероны показывают цифры. 62% игрового времени. Мяч хотя странно, 62% на половине поля Интера находился мяч. 38% на половине поля Вероны. Но Верона пока очень плохо бьет по воротам. Ни одного удара в створ пока не удалось нанести вообще. Ну и сегодня
такая плотная идет борьба. У команд не получается игра в пас. У обеих ниже 80% точность передач. Плохой показатель. И Верона еще и по единоборствам превосходит на 10% своего соперника, а счет в пользу гостей, тем не менее. Полчаса есть у Вероны для того, чтобы наконец забить гол. Третий матч подряд. Команда ничего не может. И самое печальное для нее, что в этом году календарном, напоминаю, Верона пока не одержала ни одной победы. При этом умудряется находиться на 7-м месте в турнирной таблице. Эрнанес под удар Гуарину. Гуарин бить не стал. В передачу удар. Это с разворота Икарди. Джонатан Гуарин. Офсайд. Поднимает флаг. Дождался арбитр развязки эпизода. Кому достанется мяч. Офсайд был приличный. Верона очередную попытку атаковать предпринимает. Неплохо. Еще неплохо. Удар. Это, возможно, было лишнее. И Турбе. Веронский аргентинец. Единственный в составе. Молодой совсем человек. Прибывший из Порту в Италию. Но в Порту он толком не играл. Катался все время по арендам. Последний сезон в Ривер Плейте провел. И потом транзитом через Порту оказался в Вероне. Но здесь вот он, можно сказать, полноценно дебютировал, наконец, в таком серьезном футболе. Играет практически регулярно в основном в составе своей команды. 5 мячей 20-летний аргентинец забил. Джонатан. Есть немного пространства. В центр передачи. Эрнанес. И Джонатан. Читалось это. Забивать. Забивать. За пас отдай. Пас отдай. Или забей. 2-0. Игра сделана. Лучший игрок матча Джонатан. Гол плюс пас. Мацари, похоже, поймал. Нащупал игру, в которую нужно с этим Интером играть. Не первый гол Джонатана в сезоне. Третий, по-моему, уже. С 0-2 против такого Интера, сосредоточенного, мне кажется, у Вероны шансов одержать первую победу в 2014 году нет совсем никаких. Ну а шансы на ничью минимальные. Подбор игроков такой у Вероны, что выпустить на замену футболиста, который способен был бы что-то изменить к лучшему, такой возможности нет. Есть неплохой, я помню,
игрока, нападающий Янкович. Он за Джену выступал в последние сезоны. Нападающий, который может что-то такое сделать в атаке, но пока без замен играет наставник Вероны. Надеюсь на то, что удастся отличиться Луки Тони. Тони забивает очень много, просто практически все мячи, которые забивает Верона, забивает именно Тони. В последней встрече с Пармой ему забить не удалось, а до этого 4 матча подряд Тони забивал, не уходя с поля без гола. Скомканная из-за травм получилась карьера у Тони после, особенно Германии, после поездки в Баварию. С 2009 года не было сезона у Тони, чтобы он забил больше 10 мячей в течение одного чемпионата. И вот впервые за последние 5 лет больше 10 Тони забил, 13 мячей на его счету. Ну и, в принципе, у него все основания в оставшееся время до конца чемпионата еще увеличить эту цифру, поскольку он остается единственный такой по-настоящему ударной силы. А в другую сторону сейчас Маркинес не прав. Посмотри налево, там бежал Донати, но туда передача почему-то не последовала. Мне кажется, Джонатан немножко заигрывается впереди. Сейчас пошли у Верона разрывы между линиями. И, в принципе, Интер мог бы сейчас почетче сыграть в атаке. Ромуло. Тони. Турбе, Тони! Нет, это не в ворота мяч летит, это совсем в другую сторону. Ну, угловой пока мяч сохраняет Верона. Еще один полет мяча верхом в сторону центрального нападающего. И еще один навес. Перехватывает все Интер. Хайер Санетти. Замена у гостей. Мимо ворот мяч пролетит. А там очень прилично головами стукнулись футболисты, поэтому Камбьясо, видя это, сразу же просигнализировал врачам, что нужно срочно появиться на поле и оказать помощь. Раноки и капитан команды Вероны столкнулись в этом эпизоде головами. Маетти досталось от Раноки. Это мы еще раз смотрим, как доигрывал эпизод Джонатан. Очень целеустремленно действуя вот в эпизоде, который привел ко второму голу команды Мацари. 3 матча подряд Интер не забивал больше одного в ворота соперников. Но вот сегодня наконец удалось это сделать. Но я думаю, больше всего радует игра в обороне. Если брать вот последние 5 матчей после Ювентуса.
проиграл 1-3. Напомню, Сассуоло на 0, Фиорентина 1 пропущен, Калери 1, с Ромой 0, с Торино 0, сегодня пока 0. Давненько я не если была вообще такая серия, сейчас не буду смотреть, поднимать матчи Наполи, но и так вот навскидку я не припомню, чтобы такая серия была у команд Мацари, Интера или в большей степени от Наполи, касается, он там дольше работал. Итак, Санетти вместо Дамброзио, замена у гостей. Около 20 минут до конца игры, который Интер, скорее всего, должен выигрывать. По крайней мере, счет очень комфортный в пользу команды Мацари. Ну и, к счастью, все в порядке с игроками, которые в столкновении могли получить травмы. Итурбе. Проворный аргентинец. Здорово. Смотрите, какой дриблинг левой ногой, как хорошо работает. Подача. Ранокия хорош сегодня против Луки Тони. Пока почти всю борьбу у него выиграл. Маркинес, подача. И еще один угловой. Морос, греческий защитник Вероны. В штрафной площади Интера, до него мяч не дошел. Маркинес вновь с мячом. Подача. Тони. Пробить не дают. Ну и контратаку тоже затеять не удалось. Итурбе. Маркиньос. Опасно! Ну, попади в створ, и было бы интересно смотреть футбол в концовке матча. Вангелис Морос. Воспитанник афинского АЕКа. Уже 6 сезонов играющий в Италии. Мог забивать, но в створ не попал. Донати. Гуарин задел вместе с мячом ноги полузащитника Вероны. Судья ограничивается устным предупреждением Гуарина. Ну, не грубо было сыграно, опасно, я бы сказал так. Целил-то в мяч Гуарин ногами, а не в соперника. Ромул выиграл борьбу. И Ковачич у Интера выйдет, наверное, вместо Эрнаниса. Или вместо Паласио. Нет, Гуарина поменяет. Интересно, а что он Эрнанисом попробует в центре полузащиты? Или Ковачич? Любопытно, потому что Ковачич, в принципе, гораздо более игрок, склонный конструктивно играть, нежели чем Гуарин. И не хочу сказать, что Гуарин не способен играть так. С Гуарином, кстати, продлевают контракт.
Эрнанес. Ковачич. Да, Ковачич сел сразу же поглубже. На позицию Гварина он вышел. С Эрнанесом местами они не меняются. Замена, соответственно, у Верона готовится. А Джонатан поймал кураж. Хорошо очень играет. Эрнанес пошире налево. Санетти. Икарди. Джонатан Камбьясо не сумел вложить мяч в ногу Джонатана. Замена у Вероны, 29 номер, это Каччаторе. Разминка для Хандановича, 15 минут до конца игры. 2-0. Джонатан гол плюс пас. И в случае победы Интер обгонит Фиорентину в турнирной таблице, но все равно до третьего места еще очень далеко. Это нужно, чтобы посыпался Наполи с Ромой на пару, а Интер шел бы дальше без потерь. Но календарь такой, как мы уже отмечали, что он, в общем, благоприятствует тому, чтобы набрать как можно больше очков. Давайте посмотрим, больше об этом речь пошла на Наполи. У Наполи еще Лига Европы. Кость в горле. Ну, я бы не сказал, что у Наполи календарь сложнее. У Наполи игра с Интером 27 апреля. Возможно, она будет, если таблица изменится настолько к тому времени. Возможно, это будет ключевой матч в концовке чемпионата. А так у Наполи большая игра, большущая игра 30 марта с Ювентусом на своем поле, которая начнется, поскольку это воскресенье, уже переведут часы. И это будет, к счастью, в 22:45, а не в 23:45 по московскому времени. Вот, собственно, и все. Остальные матчи у Наполи такие, что надо брать свои очки. Так что по календарю не вижу, где может вдруг Наполи забуксовать. Ну что, до конца игры осталось совсем немного времени. Надо отметить, что очень здорово Интер прибавил. В другой футбол заиграла команда Мацари в сравнении с тем, что было в первом круге. И вообще, вот, ну, скажем так, до Рождества, до матча с Ювентусом, видимо, вот он стал поворотным для Мацари в понимании того, все-таки в какой футбол следует играть. И вот такая игра пока Интеру приносит успех. Мяч уходит за пределы поля, угловой подаст Интер. Мяч от ворот. Совсем загрустил Мандерлини. Да, это может быть синдром команды, которая действительно объективно существует в сезоне для того, чтобы сохранить прописку
в серии А на будущий сезон. А когда эта цель выполнена, очень сложно футболистам найти мотивацию для того, чтобы, ну, вот в свое удовольствие продолжать играть дальше и занимать место как можно больше, как можно выше, вернее, в турнирной таблице. Например, Кальяри я уже приводил. Не исключаю, что с Вероной случится то же самое. И посмотрите сейчас, что происходит. После того, как свои эти 39, ну так считается, 39-41 очко, в зависимости от того, сколько очков команд, которые совсем внизу. Но поскольку там есть явные аутсайдеры, и все-таки расслоение сейчас таблицы очень существенное между 15 и 18 местом. Почти 10 очков. Верона, набрав свои 40, 39. В последних 5 матчах имеет 1 победу. И третью игру подряд, да даже не 5 надо брать, а побольше. Вот последний, если взять 9 матчей, вот в 9 матчах у команды, которая находится на 7 месте, всего 2 победы, одна из них над аутсайдером Сасуоло. Десять минут до конца игры. Компаньеро. Раноке. Ирландец не сумел обработать мяч. Джонатан. Катает мяч Интер, спокойненько доводя матч до победы. Мяч-то особенно никуда не доводит. Не отдает мяч Интер никому. Предпочитает держать его у себя. Ну и Верона, смирившись с тем, что сегодня ничего не светит опять, как так, ну, прессингует, но скорее по инерции. Джонатан. Ковачич, неплохо, ну и пас. Еще пауза. Ай, здорово, ай, здорово. И не дотянулся. Ирландец был бы очень красивый.
получал Ханданович весь матч. Несколько минут буквально остается у хозяев поля для того, чтобы подключить к игре вратаря Интера Донати. Слишком предсказуемо Верона в атаке. Все идет в сторону Тони. Ну и видите, арбитр в первом тайме разрешил Интеру с помощью рук бороться против него. Ковачич неплохо выходил на удар. Сам удар не очень получился. Верона идет вперед. Замена давненько она готовилась, но совсем мало игрового времени. Получает вышедший на замену веронский футболист. Чирильянов вышел на замену. Еще один аргентинец. Даже не молодой, а ну такой, да, более-менее 22 года. Первый сезон в Италии из Ривер Плейта он перешел. Ни одного гола пока в своей карьере этот футболист не забил. Чирильянов. Но самый главный Эзекиль в футболе — это Лавеси. Из аргентинцев особенно туда от Паласио на трибуну. Хорошее впечатление оставляет Интер в последних матчах сегодняшнем. Также очень команда компактно играет. Строго и внимательно. Ну и главное, есть, наконец, стабильный результат. И 4 минуты осталось Интеру для того, чтобы сыграть третий подряд матч на 0. Ковачич. Чисто мяч сыграно, можно продолжать атаку. Какой интересный дриблинг у вот этого человека молодого. И Турбе. Сейчас очень интересно обыграл. Я не знаю, повтор покажут, я бы посмотрел. Одним движением, как он сейчас прошел соперника. Ну, смотрите, тренер-то Верона не выключается, что-то продолжает своим подсказывать, хотя на часах 88 минут сыграно, рассчитывать не на что. Ну вот нелюбимый тренерами счет 0-2 для Интера проблемы не стал. Интер что при 0-1, что при 0-2 продолжает играть очень внимательно, не расслабляясь. Ну вот, наконец, по Хандановичу ударили. Он практически весь тайм простоял без работы второй. Ну, видимо, от того, что немножко подмерз. Хоть и Италия, но время-то позднее, вечернее, весеннее. Неловко сыграл вратарь. Ковачич Эрнанис. Можно вот против такого соперника и подобной парой в центре сыграть. И Кампаньяру поддерживает атаку. Джонатан.
Можно играть. И численное преимущество. Здесь вождь Ковачич сложный какой-то пас сделал. А это удар несложный для, в свою очередь, вратаря. Ну, зато в створ катился мяч. По крайней мере, точно пробил Эрнанис. Компаньеро борьбу выиграл. Джонатан. Но одно из последних разумных действий в атаке сейчас может получиться у Вероны. Вход в штрафную площадь. Джонатан здорово сегодня играет. Удар! Ханданович! Добивание! Ромову! Ханданович дважды выручает свою команду уже в добавленное арбитром время. Не везет Вероне. Сейчас вратарь помешал команде Мандерлини забить наконец гол. Не только в сегодняшнем матче, а вообще вот в последних матчах. Все зеркально наоборот. Интер 3 матча подряд не пропускает. Верона 3-й матч подряд не может забить. При этом Верона, скорее всего, сохранит свои позиции в чемпионате. Так вот таблица развалилась на 2 части, что в худшем случае Верона одну позицию потеряет после этого тура. Это если Лацио, который на 2 очка отстает, выиграет свой матч. Ну, раз уж об этом пошла речь. То я вам напомню, кто в этом туре еще встречается. Аталанта принимает завтра Сампдорию. В раннем матче дальше Ливорно Болонья, Сассуоло Катани, Калири Лацио, Милан Парма. Вечерний матч Фиорентина Киево, Дженова Ювентус, также вечерний. В понедельник играют Торино Наполи. И во вторник, в ночь с понедельника на вторник, Рома принимает Удинезе. Ну, такой вот тур спокойный. Здесь, пожалуй, какой-то матч выделить сложно с претензией на центральный матч тура. Ну, по таблице получается так, что Верона и Интер, вот он и был центральным. Заканчивается игра. Паласио и Джонатан забили по мячу в каждом из таймов. Причем Паласио завершил очень хорошие продуктивные действия Джонатана в чужой штрафной площади. Так что, в общем, Джонатан, конечно, сегодня мог бы претендовать на звание MVP, лучшего игрока и главной звезды матча. Интер 3-й матч подряд играет на 0 в защите. Остается 20 секунд, поэтому дело ясное. Ну и видите, угадали мы, что будет так называемый низ. Больше 2 голов не сподобились забить команды. Хотя эти 2, в общем, тоже подарок, потому что практически без моментов проходила эта встреча. А вот сейчас как Икарди нет. Ну, Икарди, видимо, действительно задумался о чем-то не касающемся футбола. Сегодня потерялся на поле этот нападающий Интера. Итак, 47 очков набирает Интер, выходит на 4-е место. У Фиорентины остается 45. Наполи, который находится на 3-й Лиге Чемпионской позиции, 55 очков, соответственно, плюс 8 и игра в запасе. Ну, Вероне я уже сказал, 40 очков остается. В худшем случае Верона останется на 8-м месте. Это если Лацио выиграет у Калири, который, конечно, на своем поле будет бороться за очки. Калири еще не набрал вот те самые искомые 39-40, чтобы гарантировать себе серию на следующий год. Все об этом матче. Георгий Черданцев вместе с вами зафиксировал очередную сухую игру Интера в защите и очередной матч Вероны без голов. Тем не менее, болельщики
Похоже, как-то, в общем, свою команду еще готовы приветствовать. Но в любом случае они молодцы. Они вернулись после длинного перерыва в серию А. И сразу же хотеть много в Еврокубков, конечно, рановато. А время позднее, поэтому я с вами прощаюсь. До свидания.